Прародительница великих русских полководцев, устроительница храмов, благотворительница, собирательница Святой Руси. В день памяти прославленной в лике святых холандской княжны Марии Ясыни в столичном храме преподобной Ефросинии Московской в районе Котловка прошел молебен. С подробностями Эльвира Гордеева. Это первый молебен в столичном регионе в день памяти месточтимой святой Владимирской земли. Мария Ясыня родилась в Западной Алании в 1158 году. Вышла замуж за владимирского князя Всеволода Большое Гнездо. Родила 12 детей. Построила храм Пресвятой Богородицы во Владимире. Способствовала написанию многих икон. За свою подвижническую деятельность дочь осетинского народа стала третьей святой земли русской. Среди детей, внуков и правнуков Марии Яской несколько десятков подвижников, прославленных русской церковью в лике святых. В их числе внук Александр Невский, правнук удельный князь Даниил Московский, ее потомок Дмитрий Донской. Для нас особая, конечно, благодарность Господу, что для нас открыт был образ преподобной Ясыни. Мы обогатились, мы стали еще больше иметь почитателей и покровителей на небе, которые помогают нам в утверждении нашей жизни и государственности. Почитание Марии Ясыни в столичном регионе началось именно с этого храма в честь преподобной Ефросинии, княгини Московской. И не случайно. Ефросиния Московская, утонченная, умная, образованная женщина, знала очень хорошо житие Марии Ясыни и, конечно, знала о том уникальнейшем завещании, которое дошло, к счастью, до нас. Духовное завещание Марии Ясыни по глубине и мудрости не уступает завещанию Владимира Мономаха. В нем говорится: прежде всего, имейте любовь к Богу и Богородице, кротость и нелицемерную любовь. Будьте набожными и трезвыми, приветливыми и в особенности уважайте старцев. Милостыню всегда творите. Богослужения в память о княгине Яской в этот день также прошли еще в двух городах – во Владикавказе и Владимире.